10 ноября 2021 года исполнилось бы 105 лет со дня рождения известного коми-писателя, не просто коми-писателя, а детского коми-писателя-натуралиста Ивана Васильевича Каданева. Перед этим юбилеем в литературно-театральном музее имени Николая Михайловича Дьяконова открылась выставка. Название выставки «Певец родной Пармы». Именно так называли Ивана Васильевича Каданева, певец родной Пармы. А еще его называли Коми Пришвином, потому что все его произведения, а это рассказы, зарисовки, сказки, посвящены не только детям, они посвящены нашей северной природе. Почему мы построили выставку вот именно таким образом и откуда у нас экспонаты? Дело в том, что в середине 80-х годов в Веженском районе города Сыктывкара открылся музей, этнографический музей, он работал на общественных началах. И в этом музее хранилась коллекция Ивана Васильевича Каданева, переданная этому музею дочерьми, его дочерьми Татьяной Ивановной Тюпенко и Ольгой Ивановной Пельмиговой. Иван Васильевич Каданев, он уроженец села Слободы, место которого сегодня стоит вот наша красавица Эжва. И логично было, что в свое время экспонаты были переданы именно в Веженский музей. Но в середине 90-х годов этот музей передали уже отделу культуры, а отдел культуры, в свою очередь, передал уже литературно-театральному музею имени Дьяконова. И каждые 5 лет, каждому юбилею мы обязательно делаем не только выставку, но и проводим различные конкурсы. Например, конкурс рисунков по его произведениям, конкурс чтецов, ну и так далее. И вот в этом году, кроме выставки, у нас тоже будет конкурс чтецов произведений Ивана Васильевича. Ну, а на нашей выставке можно увидеть фотографии Ивана Васильевича, как его личные, так и семейные. Можно увидеть документы, можно увидеть личные предметы, даже из гардероба какие-то его предметы, которые он носил в свое время. И, конечно, уникальный дар, бесценный дар получил наш музей в этом году от Татьяны Ивановны Тюпенко, старшей дочери Ивана Васильевича. Это вот этот замечательный рабочий уголок, вот этот шкаф и рабочий стол Ивана Васильевича. Они действительно для нас бесценны, потому что эти предметы, когда-то эти вещи стояли в доме, в котором он жил по улице Интернациональной в городе Сыктывкаре. И они сделаны в 40-е годы 20 века частниками, мастерами-частниками. И долгие годы служили верой и правдой своему хозяину. И так как этот дом в этом году будут сносить, то Татьяна Ивановна решила передать эти экспонаты нашему музею, за что мы очень-очень благодарны. Они украсили нашу выставку. Вот эта этажерка с книгами Ивана Васильевича Каданева, не только книги, там журнал «Войвы в Коджу» 53-го года есть, вот в этом журнале его первый рассказ. Вот. Есть журналы, например, «Лесная новь», где печатали его произведения, потому что у него вышло в коми-книжном издательстве, в издательстве «Детская литература» 15 книг, и 2 книги из них были на русском языке в переводе. Одна книга «Безымянные ручьи» называется, была издана в коми-книжном издательстве, переводила его произведение, тоже замечательный писательный, русский писатель, его произведения тоже посвящены многие природе севера, это Василий Степанович Журавлев-Печорский. Они были знакомы не только по творческой работе, оба писателя, и оба писали о природе. Дело в том, что Иван Васильевич и Василий Степанович, они же были еще замечательными журналистами.
И от того, что Журавлев-Печорский также тонко чувствовал природу, как Иван Васильевич, его переводы, конечно, очень качественные, очень хорошие, хотя мы прекрасно понимаем, что в переводе на русский язык коми-произведений очень много утрачивается. Вот. Но вот ему удалось как-то сохранить и стиль, и содержание, потому что вот он сам этим жил, этим работал. Что еще интересно здесь? Ну, предметы, которые здесь мы еще видим, например, этажерка. Этажерка, она к нам пришла как раз из того этнографического музея, была передана, да. Также настольная лампа, вот эта кружка, пепельница, подаренная самыми-самыми близкими людьми. И, кстати, эти друзья у него есть на нашей экспозиции, мы посмотрим еще. Вот, бритвенный станок, не станок даже, электрическая бритва, она была подарена 5 лет тому назад, к 100-летию, уже принесла Ольга Ивановна Пельмигова. Ну, тут тоже, значит, они книги подарили, последнюю книгу. Я могу сейчас показать, вот такая книга у меня вышла последняя, да? Вот эти книги покажу. Вот эти безымянные ручьи, о чем я говорила, в коми-книжном издательстве в 1971 году выходило это в переводе Журавлева-Печорского, да? Вот, «Пойте, птицы, пойте», тут переводчик уже другой, Виктор Синицын. Вот. Ну, я считаю, что переводы тоже неплохие. Издательство «Детская литература», «Пойте, птицы, пойте», начало 80-х годов книга была издана. Вот эту книгу выпускал наш музей. Когда нам передали экспонаты с этнографического музея Ижвинского, мы нашли там рукописи Ивана Васильевича. Это были переводы его рассказов на русский язык, но не отредактированные. А переводила его произведение Надежда Ивановна Каданева. Это жена и учитель русского языка и литературы. Ну и последняя вот такая книга Иван Едлан-Козин, подарок дедушки деда Ивана. Это было издано к 100-летию Ивана Васильевича Каданева и передано музею 5 лет тому назад. Замечательные такие издания. Вот. Его произведения, конечно же, в свое время входили и в школьную программу. Я думаю, что ну и ничего не надо выдумывать, ничего не надо искать, когда на уроках неклассного чтения дети читают о природе. Только надо включить произведение Ивана Васильевича Каданева. Там сказано абсолютно все. О каждой речушке, ручейке, дереве, о каждом животном мелком и большом, потому что лес он знал, ну, удивительным образом. Вот сегодня спроси нас название тех же животных, да, даже когда, допустим, птицы поют, вот спроси, какая птица поет, да, или, ну, любой вопрос, наверное, мы не ответим, навряд ли. А он знал это с детства, потому что родился же на селе, в селе Слобода, и с детства привык уже, наверное, узнавать лес, знал этот лес. Потом в годы работы уже в Воскресенском районе, когда из деревни в деревню ходил в качестве учителя, изучал эту природу, нашу северную природу. И в нем это было заложено. И Татьяна Ивановна нам рассказывала, что с детства она совсем еще маленькой была, и он брал, когда ее в лес, вот он рассказывал, вот это такая птица запела, вот это такой зверек. И она говорит, я до сих пор знаю названия всех птиц и зверей. И нашим детям, да, наверное, даже те, которые составляют сегодня учебники, надо задуматься над тем, чтобы опять вернуться к его произведениям. Я думаю, что оно бы было, наверное, здорово. Ну, что еще? Ну, вы заметили, что мы здесь показываем еще замечательные картины, да, тоже изображающие природу. Конечно, это не Иван Васильевич Каданев, но темы похожи. Это работы замечательного эжвинского художника Александра Андреевича Лютова, к сожалению, в этом году ушедшего из жизни, но они дополняют вот на нашу выставку, и я считаю, что тоже прекрасная работа. А если дальше продолжить, ведь у него настолько интересная была жизнь,
закончил школу здесь, в Слободе, 4 класса. У него был замечательный учитель. Я даже на фотографии этого учителя покажу. Вот он, Андриан Степанович Юркин, с учащимися начальных классов возле уже Слободской школы. Почему замечательный учитель? Благодаря этому человеку здесь в Слободе в начале 30-х годов открылась первая слободская школа. Но Иван Васильевич учился еще в здании церковно-приходской школы, которую вроде закрыли, но здание осталось. И ребятишки после революции учились вот именно еще в том здании. И вот его учителем был Андриан Степанович, который как раз и создал вот эту первую слободскую школу. Я думаю, что именно он заложил любовь, наверное, к детям, своим отношением тоже к своим ученикам, потому что ведь Иван Васильевич стал учителем. Каким образом он стал учителем, вопрос тоже другой, да? Закончив начальную школу, ему год пришлось работать возчиком на лесозаготовках, потому что время было очень трудное, это были 20-е годы, и отца в семье не было, он погиб в году гражданской войны, появился отчим со временем, и вот как раз отчим ему и предложил: давай на лесозаготовки со мной, там хоть ты будешь сытый, потому что времена были, конечно, голодные. И в тот год, когда он был возчиком, он опять же успевал. 11-12-летний мальчишка, он не только возил эти бревна огромные, он еще успевал наблюдать за природой. И именно тогда, может быть, первый раз возникло вот такое желание вот не только наблюдать, а может быть что-то написать. Я, конечно, утверждать не могу, но вот он такой был человек. И через год он поступает уже в среднюю школу в городе Сыктывкаре. Там не просто школа была, а школа-интернат, потому что понятно, что за 15 километров каждый день из Сыктывкара до Слободы ходить трудно, но он постоянно сюда возвращался на выходных, на каникулах. И по его воспоминаниям не только помогал матери, отчиму, его семье, то бишь, да, они еще занимались и общественной работой. Вот когда стали образовываться колхозы, дети помогали взрослым абсолютно во всем. Он, не только он, но вместе с другими, со сверстниками создали здесь такой художественный кружок, может так можно назвать, да? И он писал сценки для вот этого кружка, и они ходили пешком, получается, по близлежащим деревням и селам. А что это близлежащие? Да вот Зеленецкой, Тыбож, Тентюки, Нижний Чов и так далее. Они все это ходили, и это все в те времена. И когда он закончил уже среднюю школу, вопрос же встал, вот, а что дальше? И так как много ведь безграмотных было среди взрослого населения, вот он решил стать учителем. Он закончил курсы, учительские курсы по ликвидации безграмотности. И стал учителем, и вот отправляется в далекий Устюжский район, куда добирается 22 дня, но учитывая, что и сегодня у нас еще бездорожье есть, да, в те годы, конечно, это в 30-е годы, 22 дня добирался, где на плотах, где на лодках, где прямо по тайге, по Парме, вот. И стал учить не только ребятишек, стал учить взрослых в первую очередь. А взрослые на Печоре это кто? Это охотники, рыбаки, да, оленеводы, вот. И добираясь из деревни в деревню, в Щеябож он был направлен, а еще и деревни Праскан учил. И проходил вот через эту тайгу, и опять же наблюдал за этой природой, и вот тогда он взялся уже за, можно так, карандаш, за ручку, и не только стал смотреть, но и писать. Он заметочку написал там. И стал отправлять в районную газету Устюжскую. Правда, тут два варианта. В документе, значит, если у нас справка, там пишется, что он в эти годы работал в газете «Сталинской Туя», а в автобиографии уже звучит «Социалистический север». Вот, надо будет покопаться, найти все-таки правильный ответ на этот вопрос. Но его в газете заметили и пригласили туда в качестве уже корреспондента вот этой газеты «Социалистический север».
И до 38-го, то есть до середины 30-х годов он работает в этой газете корреспондентом, пишет не только, конечно, то, что он видел, допустим, в лесу, не только о природе, но в первую очередь о людях. О людях простых, которые его окружали, те же охотники, рыбаки, оленеводы и так далее. И его работы заметили уже здесь, в Сыктывкаре, и пригласили в Сыктывкар в газету «Вырлыджич», лесорубная. Вы знаете, по истории вот такая была газета. И до 1938 года он там работал в качестве литературного работника и заведующего отделом писем до 1938 года. И если бы не война, может быть, и тогда бы стал уже известным сначала журналистом, может быть, потом уже пришел в литературу. Но началась война, и практически все, кроме журналисты, они ушли на фронт. Ивана Васильевича мобилизует, получается, в октябре 1941 года, и он попадает в самое пекло, на Волховский фронт. Это защита Ленинграда, то, что он видел, не дай бог, конечно, увидеть никому. И вот Татьяна Ивановна рассказывала, что он на войне. Да я думаю, что и все фронтовики, настоящие фронтовики, которые видели эти ужасы, они не любили рассказывать о войне. Он очень редко, практически никогда не рассказывал о войне. Но один случай все-таки был. Вот, и рассказал, что да, он был очевидцем того, как практически безоружные наши солдаты, да, направлялись навстречу, получается, немецким танкам, и прям гусеницы, как вот это, он это видел. И они прятались за этими трупами. Я представляю, как это было, поэтому, наверное, не рассказывали. Вот. И годы войны он успел закончить пехотную школу, а еще там полковую школу и Тамбовское пехотное училище. Ну, это несколько месяцев. И получил звание старшего сержанта. А войну он заканчивал уже на Первом Украинском фронте. Получается, он прошел всю войну вот с октября 1941 и до победы. Но когда наступила победа, он не вернулся домой, потому что его отправляют в Ленинград, в школу госбезопасности. Это вот тут известный Семершнамис, да, известный. Ну, представляете, вот как чекист. Ну, не каждый, наверное, выдержит эту работу, а ему доверили. Значит, в нем были такие качества какие-то, что ему вот доверили эту работу. И после школы он возвращается сюда, в Сыктывкар, в 1946 году. В 1946 году создается у него здесь семья. В этом браке родились двое детей. Но он работал здесь у нас уже в Министерстве госбезопасности и Коми СССР в качестве оперуполномоченного. И ушел с этой работы в звании старшего лейтенанта. Начинал как младший лейтенант, закончил уже работу как старший лейтенант. Почему ушел? Вот 6 лет работы. Что ему пришлось испытать, что ему пришлось видеть, но структура такая, сами понимаете. А ведь все равно еще время такое сложное было, и сталинское время еще было. И было, конечно, подорвано абсолютно здоровье. Не только этой работой, я думаю, что последней точкой стало, а и голодное детство, и годы войны, и вот эта напряженная работа. И он стал инвалидом практически, и перенес операцию, даже сейчас не скажу, какую операцию. И дальше что? И дальше он заставил себя вот пойти как раз туда, в лес. Вот лес его возродил. А в 1952 году ушел, в 1953 году вышел был первый его рассказ. Ведь Сыктывкар того времени, это не Сыктывкар сегодняшнего дня, да? Это вот выйди на крылечко, и практически за домом у тебя начинался лес. И вот в этот лес стал он уходить, гулял там часами, бродил часами. И вот снова он взялся за ручку, стал писать. Первый рассказ выходит в 1953-м, первая книга в 1959-м, но я уже сказала, в результате у него вышло 15
к ним. Они не, конечно, не такие большие какие-то, очень скромные, но они выходили. Но ведь мы забываем, что он не был членом Союза писателей. Не нашей республики, тем более Советского Союза. Он был с 1962 года членом Союза журналистов СССР, потому что еще и вел большую журналистскую работу у нас на радио, на Коми радио. И не только работал, он был заведующим художественным литературным отделением, драматическим отделением. И через него проходили много людских судеб. То есть он много ездил по республике, встречался с этими людьми, и он на них писал. И практически до выхода на пенсию, даже, по-моему, и после выхода он работал у нас на радио. А насчет характера, что говорили, что такой молчаливый, немножко даже на вид суровый казался. Но за вот этой суровостью, мне кажется, такое огромное сердце пряталось, что удивительно, потому что как он любил своих детей, особенно младшенькую Олю. У нас есть вот блокнотик с рождения. Он писал почти каждый день, вот какие изменения у дочери, да, как она растет. Это удивительно, конечно, и это уже говорит о том, что, конечно, человек был очень-очень добрый. Ну вот на нашей выставке мы видим фотографии семейные. Вот это родители Ивана Васильевича, Василий Степанович и Анна Степановна. Это родительский дом, фотографии, они очень качественные, правда, уже, но она у нас единственная. Вот этот дом стоял здесь, в Слободе, недалеко от нашего музея. Вот там, где сегодня остановка райбольница. Но учителя я показывала, это годы работы в Устюсинском районе. Вот справочка здесь подтверждающая, да, здесь то же самое. Ну, это уже более зрелые годы в рабочем кабинете. Но мы вот видим, что он пишет, может, даже и за этим рабочим столом не видно вот здесь. Вот она, Надежда Ивановна, еще молодые годы. Ну, это, значит, в период, когда он работал у нас в органах госбезопасности. Это же справочка, что он закончил вот эту школу Ленинградской госбезопасности. Ну, и опять семейные фотографии. Татьяна Ивановна сейчас совсем молодая. Ну, и в республике, мне кажется, знают все абсолютно, да. Очень известный человек. А Ольга Ивановна, она очень скромная, она всю жизнь работает, до сих пор работает в институте геологии, лаборант. Начинала лаборант после школы, да, потом старший лаборант, сейчас она лаборант, исследователь, и совсем недавно я вот прочитала про нее, это уже принесли вырезку из газеты, насколько вот этот человек незаменимым стал на своей должности. Ну, имея такого отца, конечно, я представляю, что он передал свои качества, конечно, и своим детям. Ну и вот здесь мы видим его награды. Более 20 у него было наград. Но здесь вот из таких, наверное, те, которые, наверное, самые дорогие для него были, это за оборону Ленинграда. Есть даже у него очерк к 35-летию, по-моему, освобождения Ленинграда. И воинская книжка очень скромная, призывной листок, когда его забирали на фронт. Ну и юбилейные медали. Ему много писали, значит, здесь приглашение Ивана Ивановича Абрамова на юбилей, даже из Литвы писали, потому что у него друзья были везде, несмотря на то, что человек был вот вроде бы такой, да, немногословный, но друзей у него было много, хороших друзей. Вот почетные грамоты, какие добрые слова, вот на каком языке стихотворения посвятили. Вот, тоже можно посмотреть. Ну и, конечно, он был прекрасным охотником. Он настолько хорошо знал лес. Вот у нас есть, посмотрите, вот такой блокнотик, охотничьи угодья здесь отмечены. Но уходя в лес и брался, понятно, ружье, но чаще всего он не стрелял. Потому что ему элементарно было жалко
Хотя охотником был прекрасным, опять же, это он был обучен. Ну, как ты вот, если видишь это, ну, на рябчиков ходил, на зайчиков ходил, а так в основном наблюдал, конечно, за природой. И мы видим вот как раз его друзья, Василий Егорович Захаров, один из его самых-самых близких друзей, как раз вот пепельницу подарили. И вот второй друг здесь, Иван Страторович Туркин, очень интересное, у него отчество, конечно, очень интересное, да. Вот второй друг. Ну и то, что он на различных семинарах литературных бывал по Советскому Союзу. Вот тоже эти фотографии. Это рядом с радио, еще старое здание, наверное, помните, да, радиовещание. Вот. Ну и с ветеранами Великой Отечественной войны. А вот этот замечательный дом по улице Интернациональной, 58. Я в этом году еще ездила, дом стоял, но говорят, что вот, ну, тут должны снести. Ну и из предметов, ну, манки такие разные. Мы прекрасно знаем, что охотники брали для того, чтобы созывать птиц, разные голоса, да. Котелок, ложка, кружка. И вот я уже говорила, что записи, посвященные любимой дочери, да, так и написано, запись о любимой дочурке Ольги Ивановне Каданевой. Она родилась в 59 году, получается, 10 лет между ними разница, между Татьяной Ивановной и Ольгой Ивановной.